конечно, обеспечение создания конкурентоспособных продуктов, конкурентоспособных технологий для развития базовых и новых отраслей экономики Украины. И прошу здесь работу нашу и в дальнейшем не только Академию наук, но и в целом все наши научные сообщества здесь активно проводят. Передача, точнее, появление субъекта возможности финансировать фундаментальную науку, академическую науку. Президент нас поддержал, сейчас, в принципе, это нам уже разрешено. Пожалуйста, Леонид Николаевич, вам слово. Наши видения, наши идеи, которые мы согласовывали в своих коллективах, это школы наши, 21 школа, научная школа, из них 5 мирового значения школы. И здесь 1872 ученых, 1500 кандидатов наук, около 400 докторов наук, и все их желания, возможности работать, все это подкреплены были 1 150 000 000 рублей. Это же ведь такого ни в одном субъекте нету. Наши молодые ученые и наши исследователи много интересного дали. Последние конференции, которые прошли, тоже по мерзлоте, по климату, по математическому моделированию, все они дают нам такие колоссальные идеи и выход на 5 субъектов, вот эти по НОЦу. Мы назвали его даже «Дыхание двух океанов». Очень интересно, и с таким главой, как Александр Сергеевич, нам работать, покорять новые вершины. И везде, конечно, с благом науки и с молодежью большие открытия будут. Большие открытия. И, конечно, это на фоне того, что сейчас развивается Россия, на северо-восток России, и Академия наук приложит все силы не ради простой идеи наукой заняться, а для того, чтобы здесь люди работали, трудились, доход был высокий. Жизнь здесь была привлекательна, а для этого есть наука. У нас направление физтех интересные направления ведет очень интересные направления институт мерзлотоведения на мировом уровне, институт космофизики, наш Северо-Восточный университет лидер, и ФИЦ наш тоже везде публикации, все везде показывает, что мы на пике развития. Промысла мамонтов и бивней, от которых, наверное, зависит благополучие, как минимум 8 арктических районов нашей республики. Они сталкиваются с одной очень большой проблемой. Это несовершенство законодательной базы. И это касается именно федеральной, потому что на уровне республики это полностью нормально все сделано, а именно федеральное законодательство, оно у нас очень много недостатков. По общественному заказу мы проводили именно и исследования, как это все можно исправить. И по созданию методики определения геологических запасов мамонтовых линий. Это очень белое пятно в науке, абсолютно не исследованы арктические моря, которые примыкают к нашей республике. Это дух стратегии освоения арктической зоны Российской Федерации, когда намечается работа на шельфе. Зафиксировать нулевую точку состояния арктических экосистем. У нас совершенно не изучены биология наших полупроходных рыб, которые являются основными промысловыми рыбами Якутии. Это окунь, муксун, нельма, ряпушка. На буйных пастбищах. Возможно, выход на аквакультуру. Мы с отделом ведем работу над составлением многотомного фундаментального исследования энциклопедии Якутии. Энциклопедия будет состоять из 4 томов, и к юбилею 30-летию нашей академии будет создан первый том энциклопедии. Здесь представлена наша энциклопедия в электронном формате, также книжное издание, первого тома. Оригинал-макет будет готов уже к сентябрю этого года, и потом начнутся издательские работы. И хотелось бы, чтобы наш регион, наша республика была представлена в очень хорошем формате, чтобы на территории республики был издан
был издан этот первый том при поддержке правительства и на хороших условиях для Академии наук. Это было бы очень хорошим решением для продвижения имиджа нашей республики. Да, это живая энциклопедия Якутии. В реальном времени ее можно тоже корректировать. Леонид Николаевич абсолютно правильно в своем выступлении сказал о холоде, как о том нашем научном, скажем так, преимуществе, да, которое у нас есть, которым мы должны заниматься и которым мы всегда занимались. Другой вопрос, что сегодня мы холод должны рассматривать уже не с точки зрения, как его победить, а с точки зрения, как его использовать нам во благо и экономики, и жизни человека, и в хорошем смысле, как нам все-таки холод наш научиться продавать. И здесь роль науки, безусловно, очень велика. Альберт Васильевич очень правильные вопросы поставил, связанные с мамонтовой фауной, во-первых. Да? Я хочу сказать, что полностью разделяю ваши подходы о необходимости корректировки, не то что корректировки, да, а реального появления федерального законодательства в части мамонтовой фауны, потому что у нас Арктику сегодня вообще делают террорингом. Хотя мы столько говорим, что Арктика — это будущее республики, будущее России, будущее мира по разным направлениям. Все вроде понятно, да? Доходим до реальных дел, чистая полка. Начиная от углеводородов, заканчивая благородными металлами, последнее, то, что пишусь, тогда это еще времена Советского Союза. И наука здесь, конечно же, должна очень серьезную роль играть. И промышленные предприятия, как раз наш Норсевер. Ну и, конечно, с точки зрения морских ресурсов, вообще чисто. Главная цель сельского хозяйства – это накормить нас, чтобы как можно больше местной продукции наше сельское хозяйство производило и поставляло на якутский рынок по желательно, конечно, приемлемым ценам. Я думаю, что у нас получится сделать так, чтобы республика развивалась как можно быстрее с использованием всех достижений наших научных школ. Спасибо вам большое.